ягон ва нагуфтад ки ман меравам. меҳри тоҷикистон дар дили вай абадӣ мондааст. Дар Тоҷикистон соҳиби хонау дар шудам. И первая моя мечта – искупать своего праправнука своими руками. Верите, нет, так хочу. Мои родители, вот, мама Никитина Екатерина Александровна. Она родилась в Полтавской губернии в то время, на Украине, в 1924 году. Папа Лучко Иван Иосифович. Он родился в город Кривой Рог Днепропетровской области, на Украине. Когда началась Великая Отечественная война в 1941 году, они ушли на фронт. Мама была военным врачом, папа, он был шофером, подвозил снаряды. Я родилась в военном госпитале в городе Ярославле, Смоленской области, где работала моя мама. А мой папа лежал раненый, у него были ранены обе ноги. И он лежал почти год на лечении. Там они познакомились с моей мамой, зарегистрировали брак. Когда мне исполнилось 4 месяца, приехал мой дедушка посмотреть на свою дочь, на мою маму. И он узнал, он тоже был участник Великой Отечественной войны, его демобилизовали. Вот он поехал посмотреть свою дочь, он узнал, что она замужем, что я родилась у них. И скоро им уже уходить дальше, потому что война в то время шла уже в Германии, 1945 год был. Этот госпиталь эвакуировали туда ближе, в Германию эвакуировали. Дедушка меня забрал себе, когда мне было вот 3 месяца, ну 4-й месяц шел. Больше я сведений о них не знаю, потому что они перед самой победой погибли, когда форсировали реку, и фашисты бомбили сильно переправу, погибли и моя мама, и папа. Я воспитывалась в семье бабушки с дедушкой. Когда война началась, эвакуировали в Челябинск, тракторный завод. Там стали выпускать танки. До этого мой дедушка и с бабушкой работали на этом заводе. И вот бабушка попала таким образом на Урал. После окончания войны она переехала в деревню. Была глухая деревня, там даже не было школы. И когда я выросла, то вот в 1-2 класс мы ходили за 7 километров учиться. Это была 7-летняя школа. Се нафар омаданд, ана бо ҳамроҳи дугонаҳояш. Мактабда муаллима ва мо қатъи ҳамо шинохт шудем. 3 подруги были, они белорусские были, еще вот я с Урала, и там еще учились тоже с Урала, одна девочка была со мной. Нам дали комнату, а рядом жили геологи. Геологи из Института почвоведения города Душанбе. И вот мой муж там был среди них. У меня сломался водопровод. Ну, он через забор перепрыгнул, сделал мне водопровод, потом спросил, что ну я вот, откуда вы? Я постоянно наблюдаю за вами. Я роз ния кардам ва рози сеюм ва дар ҳамин совхоз кино мебондам. Ва мо таклиф кардам ки биё бирем кино. Ва гапи маро гирифту, рафтем кино. Кино в то время мы смотрели с нашими стульчиками на стене, показывали, движок нам показывал фильмы с помощью движка. Мы сходили в кино, потом вот общие интересы были большие, вот, потому что я любила горы Памира, они геологи, он многое знал. Знал металл, изучал много, он много знал всего. Ну, нам интересно было вот беседовать на эти темы. Якни модам могзаштам пас, ва ман чӣ кардам ки як ҷояш хонадор
я не могу без вас, но вы если меня не любите, то постарайтесь привыкнуть ко мне. Вот его слова были. Ну, так вот познакомились. Мои подруги вначале против были, что Галина, ты не знаешь их законов, не знаешь, как это будет, ну, видимо, трудно, другая вера. А когда он пришел ко мне, нам прочитали никох, я приняла мусульманство. چند ماه پس و ما خونه پدر و مادر ما رفتیم. خونه پدر و مادرمون در ضربدار، وزیر از ضربداری کلاب. خیلی نقص قبول ما کردم. Такой душой приняли меня в свою семью. И все ко мне относятся очень прекрасно. Я даже не могу сказать, что кто-то меня обижал. 5 фарзанд доранд ки аз онҳо 2 духтару 3 писаранд. Старший сыночек мой, он у меня погиб во время вот гражданского противостояния в 1993 году. Второй сын, Ираджик. У него семья, жена казашка. Ну, я ездила к нему в гости, вот с мужем ездили мы. Живут нормально, все нормально, у них 2 детей. А дочь Калам Нисо, она с 1974 года рождения. Она закончила наш университет, переводчик таджикско-русский и форси. Она сейчас в данное время в России работает. Сухроб Бабоев, 79-го. Он закончил политехнический институт, автодорожный факультет. Дочь Фатима, она у меня родилась в 79-м, они погодки у меня. Она закончила наш институт языков. Наша семья, да, действительно многонациональная. Вот я украинка, мой муж, он таджик. Сын женился на узбечке, на чистой, она ташкентская. Дочь вот Фатима, младшая, она замужем, у нее муж тоже таджик. У доченьки, у Калам Нисо, ну, судьба так сложилась, она сейчас не замужем. А у Ираджа в Казахстане, которая жена казашка, так что у меня внуки, вот видите, это сколько крови течет в их жилах. Многонациональная моя семья. مادر و مور 3 بچه به سایه بوند. انا یک وقتی پدرم گرفت آورد دستشکی دیگه هیچ کی نیست و یارو نگاه کرد. آورد و یارو نگاه کرد، کلان کرد. همین مکتب را خوندم. یگان وقت یگان گپ زگی نیست که این کودک‌ها در کار نیستن و ایتری. یگان وقت گفتگی نیست. همچون مادر تربیت شد. من همسرم راضی، پدر و مادرم هم راضی بود. خویش تبارام هم راضی. کدام وقتی که میگن عزت حرمتشون میکنم. یگان وقت یگان کسش یگان گپی ویران نگفته. خونه دم همون خیر عزت حرمت میکنه، یک گریمون عزت حرمت میکنه، هیچی کمودی نداره. 7 ноября в 2019 году будет ровно 50 лет, как мы с ним живем вместе. У меня сейчас очень много внуков. Если считать казахстанских, у меня будет 14 внуков. Профессия педагога, и эта профессия, наверное, вечная, да, она никогда не умрет. Вот у нас сейчас, смотрите, компьютерные технологии, все. Но ведь все начинается с учителя. И, наверное, она будет жить вечно. کاشا دوست می‌دارم. خوازی رفت چهار رفته شد. اما تو حاضرم مکتب کار کشد. معلم خاکسار است. معلم آوازی بلند ندارد و талабаҳо ӯро гӯш мекунанд. муаллима гапи сахт надорад. талабаҳо меҳрубонӣ муаллимаро ҳис карда ба ӯ зич мечаспанд ва иззату ҳурмат мекунанд. Вчерашнего урока вопросительное предложение со словами «кто», «что». Вы, да, сейчас что делаете, да, в настоящее время, да, учили глагол, замони, озера, да? Вот. Что, как мы спросим? Они изучают
Слова «кто». Кто? Ну-ка, как вы поняли, со словом «кто» изучает русский язык. Как вы правильно мне зададите вопрос? муаллима як хислати хубе дорад ки ин хислати. Мои ученики учителями работают, преподавателями по всему Союзу. Вот одна девочка, она вышла замуж в Малайзию, Латипова, сейчас она имя, эту фамилию мужа приняла. Она там преподает русский язык, мы общаемся с ней. Когда у них свадьба, приглашают, очень много пригласительных билетов. Я вот последние 2 года только не классный руководитель, я всегда была классным руководителем и вела их с 5 класса до 11. Приглашают очень много. Когда бывает возможность, я обязательно пойду поздравлю. وقتی که جنگجوی ایجاد بود میگرفتیم کودکان تا حتی درنهای پختاده رفته جوگا میشد. انا یگان جای خیبت برآمده جوگا میشد. یگان وان نگفته که من میرم من زندگی نمیکنم نگفت. من در تاجیکستان صاحب خانه و در شدم. در تاجیکستان من آباد شدم. در تاجیکستان با خلق تاجیک، با فرزندان تاجیک من عمرم را دوام دادم و من هیچ وقت در فکرم هم نبود که من آیا یگان روز می شود که من برگشته به فدراسیای روسیه روم. اما معلم فقط میگن من تاجیکم. Таджикистан – это моя родина. Это моя родина. Я сразу же привыкла. Мне нравится все здесь. Во-первых, природа Таджикистана. Это одно люди, какие добрые люди. Не знаю, меня они приняли. Я была в Казахстане у сына в гостях. Но мне очень красивый город Балхаш, но мне кажется, лучше Душанбе нет нигде на всей земле, мне кажется, во всем мире. Так я люблю свой город Душанбе, столицу. Я люблю свой Таджикистан. Не хочу никуда. فرزندهاش کلان شد، نبیرهاش بسیار نبیره دارد. برای همینم مهری تاجیکستان در دل وی ابدی مانده است. Имам Али Рахмон, ну, конечно, можно даже сказать, Бог послал нам его. Ведь ни один из президентов за такое короткое время не смог установить мир на земле. В то время, наверное, не было ни одной семьи, в которой бы не было такого огромного горя, что потерял сына, потерял отца, брата, кого-то. И вот сейчас посмотрите, как прекрасно, в какое время мы живем. Он нам открыл всю дорогу, да, для жизни. Только просто нам нужно стараться. Это теперь зависит от нас. Дети учатся. Посмотрите, у нас сколько вот квоты президентские. Из нашей школы каждый год по 5-6 человек идут по президентской квоте. Мы просто благодарим и, можно сказать, открыто молимся за его здоровье, мои мечты, увидеть своих внуков, когда они будут семейные. И первая моя мечта – искупать своего праправнука своими руками. Верите, нет, так хочу искупать и дать им в руки, чтобы они были такие же заботливые. Моя заветная мечта была, я, наверное, не увижу это озеро Сарез. Как хочу посмотреть, это моя любимая, заветная мечта. میبینیم شرایط کشید رفته نشانش کشید میگه که ورزش برست.